В автономную область старались включать те районы, где компактно проживали удмурты. Поэтому в автономию не вошли многие современные районы Удмуртии, в том числе и Сарапульский. И вот Соинсерен Сарапулная спыры, Тросез район Ёсная спыры. Границы Удмуртской автономной области были установлены 15 февраля 1921 года. Не сразу. 15 февраля отдельное постановление в ЦИК было установлено о границах Водской автономной области, как говорилось тогда. Значит, и на этом основании центром автономной области был определен город Глазов. Опять почему Глазов? Когда в территорию этой области входил город Ижевск, в котором в то время было около 30 с лишним тысяч населения, а в городе Глазове было где-то около 6 тысяч населения. Почему? Опять же, по этническому признаку, потому что в Глазове удмуртского населения было больше, а Ижевск – это был русский город главный. У него получилось. Он добился того, чего хотел. У удмуртского народа своя автономия. Но Тракай Борисов не знал, что ему предстоит еще пережить. Он не знал, что бесконечная любовь к своему народу обернется обвинением в национализме, что ему придется терпеть унижение, боль в стенах НКВД. Борисов вновь услышал отдаленный недовольный голос. «Живуч, зараза, все еще дышит». Хотелось крикнуть, чтобы помогли умереть, коль так не терпится. Но не успел, потерял сознание. И вновь из тьмы появились знакомые лица. Борисов вновь услышал отдаленный недовольный голос. «Живуч, зараза, все еще дышит». Хотелось крикнуть, чтобы помогли умереть, коль так не терпится. Но не успел, потерял сознание. И вновь из тьмы появились знакомые лица. Знаменательный день, 4 ноября 1920 года. В этот день Центральный исполнительный комитет РСФСР и Совет народных комиссаров РСФСР приняли постановление об образовании Водской автономной области. Удмуртская интеллигенция ликовала. Надо было подумать о столице. По географическому положению подходил Ижевск, но там проживало всего 2% удмуртов и 91% русских. В Глазове этот процент был выше – 14%. Исходя из простого арифметического подсчета, более подходящим для столицы был Глазов. Но не все было так просто. Как можно было создавать государственный аппарат, когда элементарно грамотных, умеющих читать и писать не было? Не говоря же об удмуртском языке, по-русски ничего не понимали.
Вот это была одна из колоссальнейших проблем. В июне уже этого же 21 года вот, и Ревком, который у нас был создан вот, по постановлению 4 ноября, внес предложение в ЦИК о переносе центра области из Глазова в Ижевск, обосновывая это предложение тем, что в Глазове нет кадров, которые бы могли обеспечить руководство организацией, народным хозяйством, культурой и прочей Удмуртии. Не из кого было выбирать, никого там не было. Шел 21 год. Летописцы писали, города переполнялись нищими. Подавать им милостыню население было не в состоянии. На все жалобные мольбы о помощи всюду следовал холодный отказ. Человеческое сердце как бы окаменело. И брели эти измученные люди смутным взором неведомо куда, с полным сознанием того, что нет на свете уже той силы, которая смогла бы вырвать их из когтей смерти. Точно вал, сучек, вот туэгужем вал. Одик шапык на зора зущий. Весна и лето 21 года было точно таким же, как нынче. Была засуха, поэтому средств на открытие и содержание школ, детских садов не было. В эти тяжелые дни прошла партийная конференция. Но в докладе ответственного секретаря обкома партии Василия Фомина о национальном вопросе не было ни слова. Трофим Борисов именно это и отметил. На него посыпались обвинения. Борисов работает из-под тишка, и поэтому опасность от национального вопроса может быть весьма грозной. Его основная линия – изгнание из Советов русских. Неожиданную для Трофима Борисова точку поставил Иосиф Наговицын. Не должно быть подразделения на удмуртов и русских. В них должны быть коммунисты. Вань уж маневал партийную коммунистическую организацию СПИР. Вся работа шла через партийные ячейки. В Ижевске ими руководили люди русской национальности. Проще говоря, руководителям было страшно потерять власть. А Трофим Борисов не скрывал, так как создана водская автономия, в руководящих структурах обязательно должны быть удмурты. Государственность, власть со чиновники и власть по накотку мененю речкон. Государственность – это власть, а за власть всегда идет борьба. Трофим Борисов попал в страшную молотилку. В партийной организации удмуртов было мало, их пытались сломить количеством. С этого времени жизнь Трофима Борисова можно охарактеризовать как хождение по мукам. И Трофим Борисов быда сулоншуре себерлойни, что у хождение по мукам. Ишкарын удмуртиос одик гневал, житвал. В Ижевске удмуртов было очень мало. Постоянное большинство составляли русские. Поэтому решать вопросы не в сторону национальной политики было легко. После конференции Борисова мучила бессонница. Он прокручивал весь ход конференции в своей голове, мысленно спорил со своими оппонентами, пытался найти свои ошибки. Как можно готовить кадры из удмуртов, если им не давать возможность самим руководить своими делами? Не входя в воду, не научишься плавать. – 1922 год. Трофима Борисова освобождают от должности заведующего областным отделом народного образования и отправляют заведующим областным земельным управлением. Борисов понимал, что ему, не имеющему специального образования, здесь будет еще сложнее. Но те, кто его сюда посылал, тоже знали об этом.
За что бы ни взялся, везде развал. Царил жестокий голод. Трофим Борисов понимал, что без помощи центра область из этого положения не вывести. Он обращается в президиум ВЦИК. Вследствие чего Удмуртию относят к голодающим областям, снимают натуральный налог с большинства властей, обеспечивают продовольствием промышленные центры, выделяют семенную суду. Но Трофим Борисов все равно остается неугоден. Удмурт обкомланки валтышес фоминвал со джучадями, со туш сычев властной, туш диктатор вал и руководителем обкома был Фомин, русский по национальности, очень властный человек. Он посчитал, что с Борисовым не сможет работать. Против него завели персональное дело. Якобы Борисов без ведома обкома отправлял директивы в Можгу, где были указания по национальным вопросам. Тыкшист отын удмуртёсыз гине джутыны, дючёсыз зыбыныгес. В 1923 году проходит областная конференция в Водской автономной области. В числе вопросов – персональное дело Трофима Борисова. Большинство считает его виновным и исключает из партии. Ему был дан намек об аресте. Трофим Борисов хотел побывать на квартире, но издали увидел около своего дома работников милиции. Его ждали и на вокзале. Трофим Борисов нанял подводу и в ту же ночь направился на станцию Агрыз, оттуда в Москву. Итак, товарищ Борисов, вы потерпели поражение, утверждающе произнес Сталин, вышагивая по своему кабинету. Надо уметь защищаться, отстаивать свою правоту. Трофим Борисов молча следил за мыслью Сталина. Легко сказать, думал он про себя, а как я мог еще защищаться? Это все равно, что головой биться об стенку. Если бы из ЦК послали кого-нибудь, чтобы объяснить твердолобым политику партии, было бы легче. Пока идут одни инструкции и постановления, а их каждый толкует по-своему. Мы вам дадим немного отдохнуть от всех этих дрязг. Тишина калмыцких степей вас, надеюсь, успокоит. А калмыки — народ дружный. Центральная контрольная комиссия РКПБ восстановила Борисова в правах члена партии, но он должен был уехать. В Москве Трофим Борисов встретился с Гердом. Он спросил, что же будет теперь с нами, Тракай-Агай? И только теперь Трофим Борисов ощутил какую-то особую боль в душе. Раньше он переживал ситуацию только как личную, а в вопросе Герда была боль, был укор. Пусть не по своей вине, но это бегство. Но что он мог сделать практически один? «Не грусти», — сказал он, пытаясь успокоить и себя, и Герда. «Все впереди. Ведь не зря я вас сюда направил. Сколько теперь только в Москве учится? Более полусотни. Это такая силища. Без науки мы не поднимем ни экономику, ни культуру нашего народа». Он слышал свое сердце. Ему казалось, что его стук гулким эхом отзывается по всему бараку. «Я еще жив», — подумал он. Но тело не слушалось, каждое движение причиняло боль. Он снова погрузился в темноту. Калмыцкая и Удмуртская автономные области – ровесники. Они родились в один год. Трофима Борисова направили в Калмыкию, рекомендовав на должность ответственного секретаря обкома партии. Работал он на этой должности 2 года, но его имя осталось в памяти калмыцкого народа. Трофим Кузьмич Борисов, в Калмыкии он первым делом учит калмыцкий язык. Он работает над строительством государственности этого народа. Под его руководством проводились различные исследования.
Первая программа по развитию калмыцкой автономии разработана Трофимом Борисовым. В 1925 году бюро Удмуртского обкома партии обратилось в ЦК РКПБ о просьбе перебросить Трофима Борисова на работу в Водскую автономию. Его отзывают из Калмыкии. В структуре высшей власти происходят изменения. Иосиф Наговицын поступает в распоряжение ЦК РКПБ. Трофим Борисов избирается председателем исполкома автономной области. Татын се тушу мой помитало, то шум потеса помитало. Кто се же Удмурт исполкомлен, областной исполкомлен председатель Луисо. Ужана Куцкис. На родине его встречают очень хорошо. Теперь у него действительно появляется возможность работать. У него уже есть и знания, и опыт, и сделано очень много. Трофим Борисов – хороший хозяйственник. Радиаманвал, туштрослачтаманвал, Удмурт хозяйстве с джутон, Удмурт Костян Йослач хозяйство с джутон понна, Удмурт кылез радиан понна тачи, Удмурт калыклеш шам йоссес, елол йоссес, тодан валан понна. На исходе 1925. Уходящий год остался знаменательным. После затянувшейся одиночной жизни Трофим Борисов женится на Александре Морозовой, дочери ижевского рабочего. Их радуют дочери Роза и Клара. Работы было очень много. Трофим Борисов часто задерживался допоздна. Облисполком продолжал ходатайствовать о преобразовании области в республику. Шло проектирование строительства железной дороги Ижевск-Глазов. Был составлен план работы на 15 лет. Туж баджим сыча конструктивный уж нуишки валыни. В области велась конструктивная работа, но и здесь противников у Трофима Борисова было достаточно. Было подстроено грязное дело. Национальной политики с агентами тоже кто-то скельши своим царям, так шизы ношек провокация лаштаны. Морозный январь 1927 года. По городу поползли слухи о якобы непристойном поведении высокого начальника, самого председателя областного исполкома, то есть Трофима Борисова. В Москву пошли бумажки. У Борисовых была няня. Через месяц работы она заявила, что беременна. Беременна от Трофима Борисова. Это потом выяснилось, что она была подставным лицом, так как у руководителя областного исполкома было немало недоброжелателей. Скандал разразился на всю область. Однажды, вернувшись домой, Трофим Борисов был поражен состоянием своей жены. Она обвинила его в распутстве. «Няня от тебя понесла». «Ерунда», — отмахнулся он, но истерика жены продолжалась. Трофим Борисов пригласил врача. Он определил 2-месячную беременность. Няня же работала у Борисовых только месяц. Казалось, все ясно. Очевидно, поэтому Трофим Борисов не придал этой истории особого значения. Но няня начала шантажировать, угрожала судом. К тому же супруга Трофима Борисова не хотела верить в непричастность мужа. Скандалы в семье разыгрывались по любому пустяку. Трофим Борисов был вызван в Центр. Партийная тройка Центральной комиссии ВКПБ рассмотрела его дело. Он был исключен из партии. А в январе 1928 года Верховным судом РСФСР Трофим Борисов был осужден к 5 годам лишения свободы со строгой изоляцией и лишением всех прав. Вскоре шантаж был раскрыт. Ижевские рабочие обратились с ходатайством. Через 8 месяцев он был освобожден. Но Трофим Борисов понимал, что житья в Удмуртии ему не будет. Да и скандалы с женой не прекращались. В ее жизни появился другой мужчина. Борисовы развелись. Он уезжает в Москву, повышает квалификацию врача. Вскоре Наркомздрав отправляет его в Коми автономную область.
В конце 20-х годов он работал в Коме Республики, заведующим областным отделом здравоохранения. В 29 году в Удмуртии издается книга «Песни южных ватиков». Это была совместная работа Трофима Борисова с Кузибаем Гердом. Трофим Борисов приезжает в Удмуртию. Это было его последнее свидание с домом. В начале 30-х годов Трофим Борисов едет в Москву и поступает учиться в аспирантуру научно-исследовательского института имени Броннера. Работает врачом. Но наступил страшный 32-й год. В мае арестовали Кузибая Герда, в январе 33-го Трофима Борисова. 14 января 1933 года Борисова разбудил стук в дверь. Вошедшие предъявили ордер на обыск и арест. В комнате перерыли все, забрали все рукописи по докторской диссертации, переписку. Трофим Борисов спросил об основании ареста. Ему ответили, что он обвиняется в антисоветской деятельности, принадлежности к контрреволюционной террористической организации «Софин». Борисова доставили в Бутырскую тюрьму. Совет подсамын шонирак аливерашком бере удмурткалык жутуны тыршеменыз балче за идею, за... Его арестовали за национальную идею. Вся работа Трофима Борисова в 20-е годы обернулась против него. По делу Софин прошло 28 удмуртов. Это был самый цвет интеллигенции. Трофим Борисов стал врагом народа. Коллегией ОГПУ Советского Союза в июле 1933 года был осужден на 5 лет лишения свободы. Постановлением особого